Здравствуйте, дорогие друзья! Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск сегодня». Давайте знакомиться. Меня зовут Вероника Тамтосова. Я сегодня проведу эфир. Я юрист, председатель исполнительного комитета Ассоциации юристов России. И мне повезло сегодня в праздник, потому что я мама замечательной дочки, которая тоже здесь в гостях. Итак, сегодня у нас в гостях Ангелина и Андрей. Да? Привет, ребята. Это у нас пара по бальным спортивным танцам, которая недавно приехала с турнира из Санкт-Петербурга, представляла нашу республику на российском турнире. Ребята занимаются уже достаточно давно, пока выступают в категории Е, в возрастной группе юниоры 2. Мы сегодня их пригласили, потому что замечательный праздник. Ангелина – это моя замечательная дочка, так что вот мне очень безумно приятно. Ну и, конечно, как мы могли обойтись без тренера? Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Это Дмитрий Никитин, он тренер ребят, да, кандидат в мастера спорта по бальным спортивным танцам, судья 3-й спортивной категории, в прошлом сам участник и победитель всероссийских и даже международных турниров, поэтому у нас есть возможность сегодня все узнать о бальных танцах. Участник международных турниров. Это так скромно, на самом деле, видеозапись видели, может, когда-нибудь поделимся. Итак, все взрослые когда-то были детьми, да, то есть абсолютно все мы когда-то, мы все родом из детства, да, поэтому, Дмитрий Владимирович, рассказывайте, как вы пришли в бальные танцы и почему именно в бальные? Я пришел в бальные танцы не сам, конечно же, это как обычно это происходит из родителей, в частности, это была мама. Вот, приходя с очередной прогулки с улицы, да, мне мама одевает на ноги чешки и говорит, будешь заниматься спортивными бальными танцами. На что у меня такая реакция была, что я не буду танцевать балет. То есть я изначально подумал, что это балет. Вот, созвучное, наверное, такое вот. Все, наверное, думают, что это вот балет. Вот, и, соответственно, вот так вот я начал первые шаги в спортивных бальных танцах. 2 года меня, так скажем, немножко заставляли, даже не немножко заставляли. Я искал всякие варианты от этого отойти все-таки и придумала всякие истории, чтобы туда не ходить. Вот. Но спустя 2 года, когда пошли вот серьезные такие соревнования, и когда вот пошла какая-то вот соревновательная атмосфера, и у меня какие-то результаты пошли, то и опять же не сразу пошли результаты. Вот. А потом я втянулся и понял, что это очень, очень классно, когда ты можешь делать себя как танцора, как, не знаю, во-первых, это физическая подготовка. Очень нравились физические упражнения, подводящие, опять же, к бальным танцам. Вот, там нужно быть очень серьезно подготовленным. Все думают, что танцы это вот почему-то сравнивают с дискотеками, да, вот, когда какой-то праздник, люди выходят, наслаждаются своими телодвижениями, да, а вот когда вот бальные танцы, и вот то же самое думают, что что там танцы и танцы, а на самом деле там это очень большой и кропотливый труд над собой. Сколько лет вы уже занимаетесь бальными танцами? В этом году у меня юбилей, я в 10 лет начал заниматься, и сегодня я танцую 30 лет. Вау. Вот теперь вы немножко больше узнали о своем тренере. Ребят, а вы как пришли в бальные танцы? Про Ангелину я могу и сама рассказать, но лучше от нее услышать. А вот Андрей, кстати, никогда не слышала, как ты пришел в бальные танцы? Когда мне было 9 лет, меня тоже мама принесла в бальные танцы сама. Познакомилась с тренером. У меня было пробное занятие. И я посмотрела, как другие занимаются. Для меня эти движения были очень странные какие-то. А потом уже все понравилось. Хорошо. Сейчас я для себя узнаю откровение. Ангелина, что ты помнишь о том, как ты пришла в бальные танцы? Я помню, как мы с тобой в 5 лет искали мне спорт. Мы начали сначала с художественной гимнастики, потом мы пошли в фигурное катание. Потом ты мне предложила пойти в бальные спортивные танцы. И из этих 3 видов спорта я решила выбрать, конечно, бальные спортивные танцы.
Ну, да, наверное. Правда, мотивация была очень интересная. Если кому... Вот кто ищет ребенка в спорте, мотивация была: ура, наконец-то мне не нужно кувыркаться, и мне не нужно прыгать на коньках. Вот это было первое, самое главное, что ребенок сказал, когда он пришел в бальные танцы. Ну, правда, не знал, что дальше будет сложнее, и, может быть, прыгать-то было попроще, но остались в бальных танцах. Ну, самый, наверное, интересующий всех вопрос, особенно тех, кто не сталкивался близко с бальными танцами, это что самое сложное, на ваш взгляд, в парных танцах? Дмитрий Владимирович, вот что, на ваш взгляд, уже спустя 30 лет самое сложное? Самое сложное – это найти общий язык с партнером. Это самое сложное. Ребят, подтверждаете? Да. Ну, я считаю, это скорее всего больше танцевать вместе, одновременно и одинаково. То есть именно вот эта вот гармония в танце, да? Мгм. А что помогает достичь? Там, не знаю, тренировки, общение, внеспортивное общение, там, не знаю, может... Ну, на самом деле, вот здесь вот, когда родитель отдает человека в бальные танцы – это очень комплексный подход к развитию личности. То есть, вот, например, у нас сейчас проблема в социуме – нехватка коммуникации. То есть, мы все в телефонах живем, можно сказать так, да? Здесь, когда идет тренировочный процесс, по-хорошему должно быть так. Есть общие занятия, есть индивидуальные занятия, а есть самостоятельная работа. То есть, когда вы приходите после набранного какого-то информационного опыта, да, вы приходите и отрабатываете сами. А отработка происходит на фоне того, что вы общаетесь друг с другом. То есть, не приходите просто там молча, да, там, каждый делает свою работу, да, а вот именно общением, там, какие-то моменты можно сделать лучше, а что если будет, если мы сделаем так, то есть свои идеи и предложения привносите в свою пару, только тогда будет развитие в паре. Ну, а вы как считаете? Что вам помогает? Вот лично ваше детское мнение, что вам помогает лучше найти общий язык в паре? Давайте, кто начнет? Андрей? Как мальчик, давай первый. Общий язык. Думаю, это больше общаться. Я подтверждаю слова. Так скромно сказали, что больше общаться. Все-таки танцы — это больше спорт или это искусство? Очень заезженный такой вопрос, на самом деле. Это искусство большая часть. Конечно же. Искусство выразить себя, поскольку вот именно в бальных танцах, в танцах вообще, да, инструментом являетесь сами вы. Хорошо, но есть же спортивные категории. Да. Вот здесь вот начинается спорт. А вот то, что как вы настроите свой инструмент, свое тело, как оно будет выглядеть, как оно будет двигаться, это искусство. А вот когда уже идет соревновательный процесс, когда идет турнир, когда выбирают, кто лучше себя подготовил, вот здесь уже спорт. Плюс еще физическая подготовка. 5 танцев станцевать в финале по 1,5 минуты каждый, с перерывом в 30 секунд, это очень, так скажем, непросто. Тем более самые, так скажем, заключительные танцы – это квикстеп и джайв, там, да, и они такие очень энергичные и, соответственно, должны показать всю свою легкость и динамику в танце. Вот. До этого танца надо выжить спустя весь финал. Хорошо, а вы согласны? Сейчас мы спросим молодое поколение, что они думают. Для вас это все-таки спорт или вы самовыражаетесь, для вас это искусство? Мне кажется, танцы — это больше спорт. Почему? Потому что это очень тяжело, это трудно, для этого нужна большая физическая подготовка. Те же самые турниры там происходит, ну, как раз, как говорили. Психологическая подготовка тоже очень много Андрей? решает. Ну, я тоже думаю, что это искусство. То есть ты все-таки самовыражаешься за счет танца? Да.
Хорошо. Сразу следующий вопрос. Мы не разделились. Да, ну это же хорошо, это интересно, у нас уже дискуссия намечается. Итак, помимо того, что вы занимаетесь в зале, да, выступаете на соревнованиях, у вас есть еще постановочные танцы. Вот вы участвовали, получается, зима начинается с Якутии, притом неоднократно участвовали, да, стали лауреатами. Вот как вы к такому направлению бальных спортивных танцев относитесь? Ну, активно участвую в этих танцах и не раз уже побеждаю. Что больше нравится? Нравится на турнирах выступать или нравится вот красиво танцевать именно постановочные вариации? Мне нравится и то, и то. Это очень интересно. Хорошо. А ваша конечная цель вот на данный момент? То есть мы понимаем, что цели меняются, с годами вы приобретаете больше опыта, да, развиваетесь. Вот на сегодняшний день чего вы бы хотели добиться? Ну, я хотела бы развить себя так, чтобы я могла стать кандидатом в мастера спорта. Похвальное желание. Хорошо, Андрей. Ну, желательно чемпионом, конечно, но КМС тоже вариант. Давай сейчас узнаем, Дмитрий Андреевич, ну что нужно? Вот вы уже стали кандидатом в У меня мастера такая спорта. мечта тоже была, когда вот стану чемпионом России. Будет круто, наверное. Не, а что нужно сделать, чтобы стать кандидатом в мастера спорта? Ну, пока мы до чемпионов России. Ну, если разговаривать про, так скажем, уровни мастерства, да, спорт высших достижений делится на классы Е, Д, С, Б, А, С и М. Каждый класс присваивается в своем возрасте, да, вот, и, соответственно, А класс – это уже кандидат в мастера спорта по градации бальных танцев, а вот по спортсмену, как в спорте, Министерство спорта, да, это вот кандидат в мастера спорта можно. Ну, то есть ребята у нас пока на первой ступеньке, да, и Да. постепенно должны вот дойти. Ну, вы поняли, да? Ну, будем надеяться, что так и будет. Ну, это все прекрасно, это мы сейчас поговорили о спортивном составляющей да, бальных танцев, о том, что, насколько сложно ими заниматься, а что на данный момент, ну, кто-то 6 лет занимается, кто-то чуть меньше, да, из вас. Вот что вам дали бальные спортивные танцы именно в жизни? Вот помимо спорта, помимо красоты, помимо спортивных достижений. Ну, мне спортивные бальные танцы дали в жизни нормальную осанку. Правильно, то есть. Хорошо. Что еще? Может быть, что-то изменили ваше мнение ну, о чем-то? Больше выносливости, дисциплина в теле. Ну, мне танцы дали физподготовку и, скорее всего, закалили характер. Ну, вот это уже интересно. Ну, не будем, наверное, спрашивать подробно, это внутренние переживания, очень хорошее, я считаю, мнение. Дмитрий Владимирович, а как вы считаете, что вообще дают бальные спортивные танцы спортсменам, вот уже как тренеру, у которого несколько поколений спортсменов, вот вы наблюдаете, что меняется в ребенке, когда он приходит через год, через 2, через 3, если он продолжает заниматься и не бросает бальные танцы? Ну, смотрите, вот очень часто приходят в бальные танцы с таким, не знаю, как называется, диагноз, не диагноз, когда слабые мышцы. То есть девочки, мальчики приходят 7 лет, и у них такая, как, не скажу, что это атрофия, да, какая-то вот слабый мышечный тонус. Вот, а бальные танцы именно заставляют мышцы, стабилизаторы, мышцы кора включиться. То есть это, как вот Андрей сказал, выносливость вырабатывается, да, это если мы говорим про физическую подготовку. Вот. Через год-полтора осанка выправляется, потому что у меня был тоже опыт. 2 девочки приходили ко мне на тренировки, тоже опять 7-8 лет, близняшки. Вот, и у них тоже наблюдалась вот эта вот слабость тонуса в мышцах, и вот, соответственно, мышцы спины были слабенькие. Вот, посредством вот этих вот наших занятий, упражнений, подводящих к тому, что вот еще нужно в такой позиции и танцевать, выражать характер определенного танца, соответственно, мышцы включались и работали как полагается. И через 1,5 года мамочка сказала, что
Да, они стали у меня лучше. Но это про физподготовку. Да. А вот в плане характера что-то меняется? Характер очень меняется. Те, кто выдерживает вот эти вот натиски со стороны социума, например, когда вот ребята у нас в Якутии немножко такой спокойный имеют характер, да, и турнир такие более-менее спокойный проходят. И когда ты выезжаешь на крупный турнир, ты видишь эту суету, когда ты видишь атмосферу, и очень это, так скажем, если кто-то хочет добиться цели, это, наоборот, заряжает. А те, кто немножко, так скажем, чего-то недопоняли, они могут и сломаться. Вот те, кто выдержали и целенаправленно идут, неважно, побеждает он, не побеждает, ему это нравится делать, танцевать, делать свое тело и движения красивыми. Те идут и больше понимают, чем нежели там даже одаренные дети, как называется еще, как... Ну, творческие, с творческим потенциалом. Да, да. Ну, это интересная позиция, что, да, безусловно, сами побывав на турнире, мы можем это подтвердить. Кстати, вот вернемся к турниру в Санкт-Петербурге. Вы вышли в финал, это похвально, мы вас поздравляем с этим достижением. Вот. Но я еще подчеркну, что без своего тренера все пары города Санкт-Петербург, где танцевал я сам, все будут обращать внимание на свои пары. Сейчас вот есть такие турниры, когда турниры организовываются без... Судьи приглашают без своих пар. То есть, как бы, спортсмены танцуют без своего тренера. Ну, то есть оценки ставят сторонние тренеры, и, соответственно, эти оценки выше. Соответственно, более адекватная оценка. Вот так вот. Ну, тогда тем более мы вас поздравляем. Такие нюансы я не знала. И ваши ощущения вот после турнира? Что понравилось, что не понравилось, что запомнилось? Хотите поехать ли еще? Так, давайте, растерялись немножко. Собираемся, у нас время ограничено. Мне очень сильно понравился турнир. Там было очень много пар. Я еще не ожидал, что там будет 2 захода. Не как у нас здесь. То есть делится на первый заход и второй заход пар. Чемпионат России проходит 25 заходов. Проходил. Ничего себе. 25 заходов. Один танец мы танцевали 1,5 часа. Медленный вальс. Танцевал танго, ждешь 1,5 часа. Ну, так. Ну, самыми яркими впечатлениями было от размеров. То, что там был большой паркет, там было очень много пар. Они все были довольно-таки высокими, и можно было легко растеряться. Ну, мы сейчас поясним немножко для зрителей, да. Дело в том, что ребята у нас танцуют в категории 12-15 лет. То есть ребятам сейчас 13 будет только осень, да, и 14, а ребята танцуют более такой категории. И, конечно, 15-летние товарищи, особенно из Санкт-Петербурга, немножко шокировали пару. Ну, а еще поедете? Да. Конечно. Молодцы, что не растерялись, что вам это очень интересно. Зачем? А зачем? Чтобы дальше развиваться. Чтобы побороться еще раз. Побороть себя. Так, у нас тут еще один интересный вопрос. Это, видимо, уже ко мне. Все нам сообщили, как это быть мамой талантливого ребенка. Ну, можно тут и других спросить, как быть родителями талантливого ребенка. Но вообще, на самом деле, мамой талантливого ребенка быть здорово, конечно, это очень приятно на стадии, когда ребенок уже чего-то достиг. А вначале, конечно, как рассказывала моя дочка, да, мы долго искали себя. То есть мы выбирали спорт, который подойдет, который не будет пугать, потому что были моменты, когда просто ребенок ложился на снег и говорил: я дальше никуда не пойду, тренировки мне не нужны, и вообще мне ничего не интересно, и все, в слезы. Поэтому выбрали спорт, который нравится. Немножко приоткрою завесу, мне повезло с ребенком. Да, ребенок у меня занимается не только бальными танцами, то есть она учится в школе архитектуры и дизайна, то есть у нее большие достижения в художественном направлении. Поэтому самое главное — найти
что ребенку больше всего нравится, что вызывает интерес, и развивать возможности именно эти направления. И вот как мы послушали сейчас Дмитрия Владимировича, как послушали Андрея, да, не дать на первых порах бросить. То есть вроде получается, вроде нравится, вроде все хорошо, но вот что-то идет не так. Вот это самое главное, на мой взгляд. То есть не давить, а поддерживать. Огромное спасибо, что пришли. У нас уже, к сожалению, подошло время к концу, поэтому прощаемся с нашими телезрителями. До новых встреч. Надеемся, что кто-то что-то чуть больше узнал о бальных танцах и появилось желание, возможно, заняться самому или отвести ребенка. До новых встреч, до свидания. Дорогие радиослушатели и телезрители, здравствуйте. В прямом эфире вашему вниманию программа «Якутск сегодня». У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова, наши режиссеры Мария Новгородова, Николай Слепцов-Айдын. В первом блоке, для тех, кто, возможно, только что к нам присоединился, я скажу, что была моя соведущая Вероника Тамтосова, прекрасно справилась сегодня с дебютной ролью, и она рассказала в своем блоке о том, как важна для детей поддержка взрослых, родителей и учителей, педагогов. И поделилась очень красивыми видео о бальных танцах, которыми занимается ее дочь. Она пришла со своим партнером по танцам. Кто, возможно, пропустил, смотрите наш эфир в записи в YouTube. А сейчас мы продолжаем, и я представить хочу свою гостью. Сегодня в нашей студии руководитель якутского отделения межрегиональной благотворительной общественной организации «Пища жизни» Майя Амусова. Майя, здравствуйте. Да, здравствуйте. Спасибо большое, что вы пришли сегодня в нашу студию. Речь, понятно, пойдет про благотворительность, волонтерство, про то, как это направление развивается в Якутске. И первый вопрос я, наверное, бы хотела задать такого плана. Волонтер-человек – это человек, у которого всего достаточно, и вот он как-то от избытка помогает другим людям, потому что у него все есть. Либо это какая-то категория людей, которая не может не помогать, даже когда у них у самих чего-то нет, чего-то недостает, чего-то не хватает. И какие люди в вашей команде? Если, может быть, я эти категории назвала, возможно, это вообще какие-то другие люди. Потому что я сама... ну, ладно, обо мне позже. Хорошо, спасибо за такой вопрос. Ну, в нашей команде в основном это мои подруги. Мы 2 года назад делали такие кулинарные мастер-классы по здоровому питанию, да, и вот с этими подружками мы решили также заниматься благотворительностью и готовить и кормить людей. Вот те категории, которые вы перечислили, я не знаю, вот перечислять себя к одним из них или нет, не могу точно сказать. Может быть, вы вообще какая-то другая категория, которую я не назвала? Ну, вот, наверное, нужно рассказать, почему я к этому пришла, да, скорее всего. Тогда можно будет делать какие-то выводы. Да, наверное, что движет вот людьми, которые идут в волонтерство. Потому что, в общем-то, сейчас же нам часто говорят о том, что главное подумать о себе, да, маску там кислородную сначала себе, потом кому-то. То есть ты сначала создай свое какое-то комфортное пространство, а потом уже, там, если у тебя будет такая потребность, да, помогай кому-то еще. Да. Но не всегда же люди-волонтеры это люди, у которых все есть. Не всегда так происходит. И не всегда те, у кого все есть, и всего в достатке, и даже с избытком, они меценаты и занимаются какой-то вот такой благотворительной деятельностью. Ну да, но лично я считаю, что человек должен больше совершать добрых дел, чтобы не оставалось времени на ерунду, потому что человек в любом случае действует, да, и лучше действовать в каком-то хорошем направлении, чем, например, там, не знаю, просто развлекаться или там заниматься какими-то эгоистическими вещами, да, потому что, ну, помогать другим, делать добрые дела, это развивает человеческие качества, помогает нам оставаться человечными, а не деградировать. Вот. Ну и с детства, в принципе, привили такие понятия, как, ну, помогать другим людям, да, в семье и в школе, да, мы там, у нас, помните, да, было такое движение, тимуровское движение, да, плюс если бы в классе была многодетная семья, тоже скидывались, помогали вещами, деньгами и так далее. То есть как бы это все привито с детства. Плюс еще моя бабушка была такой сострадательной
сострадательной женщиной, очень много готовила и всем раздавала соседям, детям там. Возможно, тогда это вот продолжение того, чего вас научила бабушка, такое признание ей в любви, что вы продолжаете ее дело. Возможно, это тоже, в этом тоже есть какой-то вклад. Ну, плюс, когда я еще выросла, читала много книг разных мудрых, и все говорили, что счастье заключается в том, чтобы помогать другим людям. То есть так только можно получить какое-то удовлетворение внутреннее, да. Это, может быть, тоже как-то повлияло на решение заниматься благотворительностью. Но иногда ведь хочется для себя очень много сделать, о себе позаботиться. И сейчас это тоже культивируется, что для себя, люби себя, да, будь бережен к себе, будь заботлив к себе. Что это значит, люби себя, да, вот уделяй себе время, внимание, заботься о себе, о себе, о себе. Вот сейчас же часто мы такое слышим. Да. Лично я тоже о себе не забываю, можно сказать, да. Вот. И, держу это в балансе, можно сказать. Но если делать упор только на себе, да, то мы становимся слишком эгоистичными, мы становимся потребителями, да, даже во вред другим людям. И это приводит к какой-то деградации, какой-то эгоистичной, какой-то озлобленности, да, потому что вот желание постоянно все получать себе чаще бывает только выгоду себе, и во вред другим, да, и это делает человека озлобленным. Знаете, о чем я сейчас подумала? Я подумала, что если каждый будет заботиться о себе, если каждый будет думать, да, что мое качество жизни должно быть достаточно высоким, да, я должен в себя вкладывать, то тогда не будет тех, кому нужна помощь. Как сказать, человеческие желания, они безграничные, да. Чем больше мы хотим, тем больше мы еще больше хотим, да. То есть, получается, если я буду заботиться только о себе, да, то желания мои будут еще больше возрастать, и это приведет к не очень хорошим результатам, да. Мы перестанем думать о других людях, да, потому что в мире действительно есть люди, которые, никогда не будет такого, чтобы не было бы нуждающихся. Всегда будут какие-то моменты, когда будет кто-то в чем-то нуждаться. Те же самые там бедствия, стихийные ситуации, чрезвычайные ситуации, да, когда люди попадают в какую-то беду, и кто-то останется без работы и так далее, да. Всегда будут в мире нуждающихся людей. Даже если мы будем все супер заботиться о себе, никогда не будет такого, что никому не нужна будет помощь. Вот если мы будем говорить о нашем городе, да, Якутске, на сегодняшний день как много таких людей, которые нуждаются в помощи, вот в такой помощи, чтобы к ним приехали и их покормили. И расскажите о том, что это за еда. Пища жизни у вас называется ваше движение. Понятно, что без пищи мы не можем. Кто-то ее больше употребляет, чем нужно сейчас о себе. Но тем не менее пища важна и нужна. И чем вы кормите людей, и кто эти люди, сколько их, справляетесь ли вы? Название «Пища жизни» произошло, наверное, еще с 80-х годов, когда было землетрясение, там волонтеры помогали едой, потом в Чеченской войне кормили, да, и сейчас на СВО тоже кормят наши волонтеры, да, и люди говорят, что это пища, которая спасает жизни, поэтому и название такое «Пища жизни». Насчет нашего города, да, сколько именно нуждающихся, точно не могу сказать, потому что это количество всегда меняется, да, там уровень жизни людей постоянно меняется. Вот даже связано, допустим, человек уволился с работы или уволили с работы, да, у них тяжелая жизненная ситуация, да, потом нашел работу, да, все как-то налаживается, да, и все, они особо не нуждаются, поэтому я бы не сказала, это такое количество нестабильное, да, оно постоянно меняется. А то, что сейчас в данное время, я точно не могу сказать, потому что, мы, например, занимаемся конкретно пищей жизни месяц, и мы такую статистику конкретно не ведем. Давайте, например, управа строительного округа нам дала какие-то контакты, да, там бабушек, пенсионеров, инвалидов, да, которые нуждаются в горячем питании, которые сами себе не могут готовить, да. И знакомые волонтеры нам дали контакты многодетных семей, и сами многодетные семьи, да, они общаются между собой, тоже дают контакты других семей, которые нуждаются, да. Они нам не дают все контакты многодетных семей. У меня тоже есть контакты многодетных семей, но я знаю, что они не все нуждаются. Но мы помогаем именно тем, кто прям остро нуждается, да, у кого какая-то проблема жизненная.
Тогда данный на момент. вас можно выйти через свой округ, да, где человек живет, и через Да. округ они тогда уже к вам обратятся, и вы привезете человеку, который сам не может себя покормить, теплую вкусную еду. Что Да. это за еда? Какое у вас меню? В основном это первое блюдо, второе блюдо и хлеб. И они больше направлены на здоровое питание. А из чего вы готовите, из каких продуктов? В основном это крупы, овощи, бобовые и цельнозерновой хлеб на закваске. А как обстоит вот сама схема доставки еды? То есть сначала вы получаете заказ, вы готовите, каждый день это свежая еда, или вы 2 раза там в неделю или 3 раза можете привезти человеку, или вы его берете на свое попечение и вот его кормите все время, и это же не может быть бесконечно, да, наверное, какой-то период только времени. На что вот люди могут рассчитывать, обращаясь к вам? Ну, пока вот в мае тестово мы делаем доставку 1 раз в неделю по средам, да, с июня мы хотим увеличить до 2 дней в неделю, 2 раз в неделю. Если все будет хорошо с финансированием, ну, там, с пожертвованиями и с волонтерами, да, то есть человеческими и материальными ресурсами, да, то в идеале, конечно, было бы хорошо кормить там 6 дней в неделю. Вот, сейчас мы вот получили списки, да, обзвонили все, спрашиваем, готовы они получать, не готовы, спрашиваем насчет аллергии, не аллергии, непереносимости, да, и уже говорим, вот в такой-то день мы вам можем привезти. Вот, и за 1 день мы делаем закуп продуктов, и на следующий день готовим, и сразу через автоволонтеров доставляем. У нас есть короткое видео, там, где есть отзыв одной из ваших подопечных, да, которые вы... Благополучателей, да? Да, которую вы покормили, и режиссер, когда поставит, мы прервемся, послушаем, там оно очень короткое. Вот. А насчет того, что вот ваша команда, я знаю, что кроме взрослых, там есть еще дети, да, в вашей команде? Пока детей нету, но у нас есть договоренность с детским домом Берегиня, да, вот у них, когда начнутся каникулы, они будут нам отправлять детей. Которые захотят работать. Да, которые захотят помогать. Да, вместе с нами помогать. Да. У них предусмотрено тоже это, да. И когда я пришла с предложением, им очень понравилась эта идея. Ну и плюс мы должны к ним пойти с кулинарным мастер-классом. У нас уже готово видео, давайте посмотрим отзыв. Хочу сказать большое спасибо Волонтерной организации «Пища жизни» за вот такие вот вкусные обеды. Очень здоровая, вкусная пища нравится и детям, и всей семье. Большое спасибо. Приятно, да, видеть, что люди довольны. Как часто вас благодарят и как это происходит обычно? Волонтеры же вашего не приезжают, привозят, доставляют, и сразу люди благодарят или, может быть, как-то удивляются, может быть, кто-то отказывается? Нет, ну из-за того, что так как мы предварительно с ними договариваемся о том, что мы привезем, да, никакого удивления не бывает, вот, и благодарят, да. Но вот видеоотзывы, например, я лично сама просила, чтобы другие видели, да, что мы действительно делаем, действительно там пожертвования людей идут на правильное дело, да, никуда не попало, да, потому что поэтому отзывы нужны, да, чтобы у людей возникло доверие, что мы действительно доставляем людям. Все-таки обратная связь важна. Да, обратная связь важна. Все-таки вот этот афоризм, что сделал доброе дело, там пошел и забыл, мне все-таки кажется, вот это вот спасибо, да, благодарю, это важно, если даже ты занимаешься волонтерством. Важно, но еще у нас же есть внутренняя цель компании, да, где мы побуждаем в людях помогать окружающим людям в тех или иных ситуациях, да, поэтому своим примером, поэтому мы должны показывать, чтобы другие люди тоже видели и тоже присоединились к нам. Поэтому мы не хотим скрывать. Но все-таки в вашей команде, наверное, люди, которые сами обеспечены, и они имеют нормальный доход, и имеют главное время заниматься вот такой помощью людям. Есть самые разные люди. Я, например, могу сказать, про себя скажу, что я предприниматель, да, у меня есть свой массажный салон, Шанти называется, да, и у меня действительно есть свой доход, и даже я оттуда беру, и, как это называется... Есть на что существовать. Да, есть на что существовать, и даже оттуда сама беру и жертвую, там, продукты покупаю и так далее, да, вот. Но в нашей команде есть разные люди, есть, например, домохозяйки, есть сами многодетные мамочки, да, которые
у которых есть время, у которых есть желание, да, и мне кажется, это никак не связано с какими-то материальными положениями, ну, потому что, ну, человек может помогать любым способом, да, кто-то может своим временем помогать, кто-то деньгами помогает, да, кто-то вот действительно уделяет время, приходит и готовит, помогает готовить, да, ему, ну, как бы для этого же не обязательно тратить деньги, вот. А кто-то, кто, например, не может уделить время, да, может там пожертвовать деньгами. Вообще цель нашего эфира сегодня, да, наверное, привлечь внимание тех людей, которые хотят заниматься чем-то полезным и добрым, какое-то вот такое вот занятие в своей жизни, да, все-таки дать этому место. И для тех людей, которым нужна помощь, то есть чтобы они знали о вас, могли вас найти, вам как-то позвонить. Ну, это через управу единственное, да? Нет, почему? У нас есть группы ВКонтакте, в Инстаграме, там, набрать «Пища жизни». Не называем мы социальные сети, просто в социальных сетях. Да, просто там «Пища жизни», Якутск набрать, и все выйдет, все контакты, и там указаны номера, можно там в личные сообщения написать, вот. Насчет волонтеров, мы еще делаем рассылки в разных группах, в мессенджерах, да, и так люди тоже о нас узнают. У вас есть какое-то тестирование, то, что вы с человеком встречаетесь, с ним общаетесь, может ли он быть волонтером, или просто пришел, я хочу, пробует, получилось, не получилось, уходит? Да, вот так вот, да, хочет, пробует, получилось, не получилось, да, какого-то такого тестирования нету. Мы рады любому, кто хочет искренне готовить нам или там доставлять автоволонтеров, или было бы хорошо, если бы у нас еще были фотографы или видеографы, которые бы, ну, в более лучшем качестве освещали все это дело. Вот. Я хотела, кстати, спросить на сегодняшний день, кого бы вы хотели пригласить в свою команду, чтобы ваша помощь была более частой, мобильной, и больший круг людей вы охватили бы в нашем городе? Ну, больше нужны волонтеры для готовки, ну, там, помогать готовить, чистить овощи, резать и так далее, или там потом помыть. На доставку автоволонтеры нужны. И вот на раздаче, потому что бывают такие выездные мероприятия на раздаче, да, когда мы там на спортивных или на культурных мероприятиях еще также угощаем людей. И вот как раз фотографы или видеографы. У вас какое-то помещение, где есть кухня, да? Нет, пока мы готовим в своих квартирах. Насчет помещения у нас пока идут переговоры. Такой совсем вот новый, да, проект. Головной вуз, он находится, головная организация у вас находится в другом городе, да? Да, в Челябинске. В Челябинске, и вы сейчас пробуете то, что они начали в нашем городе. Ну, это очень круто, вы первопроходцы, и вы большие молодцы. Ну, не то чтобы первопроходцы, но на самом деле в Якутске есть организации, которые тоже кормят людей. Да, есть такие организации. Вот была столовая. Социальная столовая. Социальная столовая. К сожалению, директор ее сейчас уже не в этом мире. Очень жаль. Много сделала доброго, хорошего. Да. Может быть, у вас есть какие-то пожелания для тех, кто сейчас нас смотрит? И, может быть, вы хотите что-то сказать тем, кому нужна помощь, или тем, кто хочет к вам присоединиться? Я бы хотела обратиться к предпринимателям, вот, и что можно нам помогать не только, например, есть такое предложение, что предприниматели могут, например, тоже участвовать как волонтеры, да, в разных направлениях, да, в готовке отправлять, например, своих сотрудников, да, повышая таким образом свою корпоративную культуру, да, или, ну, вот, стать какими-то меценатами, да, там, спонсорской деятельности, потому что мы пока не участвуем в никаких грантах. Майя, перебью вас. В общем, предприниматели, находите пищу жизни и как-то начинайте сотрудничать. Дорогие друзья, всем спасибо за внимание. Майя, спасибо, что были сегодня с нами.